Наверное, у самой обычной казанской девчонки наберется целый чемодан кукол и мягких игрушек. У пятилетней Маляки Газизовой баул с хоккейной амуницией. Давай, рассказывай, что к чему. Что, как-то... Наколенники. Угу. Это защитные трусы. О том, что Маляка будет заниматься хоккеем, родители знали еще до ее рождения. Мама говорит, что беременна не пропускала ни одной серии «Молодежки». А когда малышка подросла, то на свой первый Новый год попросила у Деда Мороза клюшку. В 3 года Маляку отдали фигурное катание, но все равно победил хоккей. Спорт, в котором есть место и розовым шнуркам на коньках, и плюшевым лисичкам вместо чехлов. А не было желания тебе вообще розовый шлем или белый тебе больше нравится? Да. Мне нравится белый. А почему? Потому что хочу быть ромашкой. В хоккей Маляка всего полгода, но уже сейчас уверена, кого в будущем будет играть на льду. Хочу нападение. А почему? Потому что я хочу нападать на всех. Есть у девочки и свой кумир, старшая сестра. Камиля – весьма перспективная хоккеистка Казанской школы «Смена». В семье Газизовых хоккей на первом месте, причем исключительно женский. Вслед за дочерьми спортом решила заняться и мама. Лейле 33 года, но она считает, что возраст не помеха. В ноябре прошлого года она записалась в команду «Маруся», дубль любительской хоккейной команды «Форвард». Кстати, казанский «Форвард» – один из лидеров российской лиги женского хоккея. Был чуть-чуть большой сюрприз, что в таком возрасте что-то, ну, пускай ходит, что уж. Самое главное, что без травм. В своем стремлении достичь успеха в женском хоккее Лейла не одинока. Ни одну тренировку в центре «Победный бросок» Дениса Зарипова, а потом и на льду Дворца Баско не пропускает Альбина Вафина. Начать играть в хоккей она тоже решила ради своей дочери. Я не хочу отставать от нее и любую секунду своей жизни хочу провести рядом с ней, потому что дети очень быстро вырастают. А когда твой ребенок живет мечтой о хоккее и хочет, чтобы ее папа был хоккеистом или там еще кто-то, то ты роль папы берешь уже на себя и пытаешься стать для нее героем. Женский хоккей имеет право на жизнь, считает Виктор Калачик, бывший игрок КХЛ и ВХЛ. Успеха, пусть даже и в любительском хоккее, можно достичь в любом возрасте. Было бы желание и упорство. Да, конечно, имеет, а почему нет? Это еще раз доказывает, что девушки... В 21 веке девушки ничем не хуже мужчин, поэтому некоторые девчонки смотришь, когда вот смотришь там Олимпиаду или чемпионат мира по хоккею, играют даже лучше ребят некоторых. Ну, серьезно говорю, бывает. Конечно, нет такой физики, нет таких скоростей, но само мышление, само видение площадки иногда удивляет. На просторах интернета можно найти видео драки будущей канадской певицы Аврил Лавин. В хоккее она играла за школьную команду, продолжает играть и сейчас на любительском уровне. Знает толк в этом виде спорта блондинка в шоколаде Пэрис Хилтон. Американская светская львица хоккеем занималась, когда училась в старших классах интерната. У Арабеллы Вафиной все еще впереди. Болельщикам казанского «Акбарса», как, впрочем, и самим игрокам, было хорошо известно. За преданность клубу по окончании нынешнего сезона голкипер «Акбарса» Владислав Подъепольский подарил девочке свою клюшку. Станет ли Белла тоже вратарем? Узнаем лет через 5. А пока малышка 4 раза в неделю тренируется в спорткомплексе «Форвард». Так, сейчас до дяди доезжаем через стойки и по бортику. Сюда, на жилку, на самую окраину Казани, тренировать своих девочек привозят только самые мотивированные родители, признается Кристина Антонова. «Форвард» — единственный в Казани ледовый дворец, где готовят юных хоккеисток. Сейчас в секцию ходит всего 5 малышек, а могли бы набрать целую команду, сетует тренер. Кристина Антонова на льду проводит все дни напролет. Днем занимается с малышками, а вечером спешит уже на тренировку своей команды «Форвард». Впереди решающие игры любительской лиги женского хоккея. В случае успеха команда получит путевку в финал ночной хоккейной лиги. В 2016 году мы уже завоевали бронзовую медаль и хотим повторить свой успех. Это в первую очередь большая глазка, чтобы нас заметило руководство Республики Татарстан, что мы не просто играем, мы бьемся, мы хотим занимать призовые места и что у нас растет поколение, нам есть кому передать свое дело. В спортшколу «Смена» ходит Камиля, старшая сестра Маляки Газизовой. В команде всего 8 девочек, поэтому часто приходится играть с мальчиками. Сейчас Камиле 15 лет и по окончанию сезона, скорее всего, уедет из родного Татарстана. Потихоньку работаем над всем,
совершенствуюсь и дальше уже посмотрим. Все-таки, наверное, всем охота достичь каких-то больших высот в своих каких-то увлечениях. В республике еще только планируют создать профессиональный женский хоккейный клуб. По нашей информации, за основу, скорее всего, возьмут дубль нижегородского «Скифа». А Камиле нужно думать о своем спортивном будущем уже сейчас. Елена Горбунчикова, Андрей Ключников. 7 дней.